Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 17 ноября. Это у нас с вами понедельник. Мы смотрим на колоде пасьянс цыганский от овнов до рыбок в одном видео. Почему пасьянс? Потому что день у нас с вами обещает быть очень легким, очень позитивным, очень радостным, потому что идет под арканом солнца. Поэтому посмотрим на пасьянсе, так как вроде как плохих событий не намечается, так что смотреть детали не надо. В общем, будем смотреть на пасьянсе. 17 ноября, овны, понедельник. Покажите мне, как пройдет этот день для овнов. Какие события их ждут в понедельник. Так, смотрим овны. Ну, пожалуйста, колокольчик. Пустая болтовня с кем-то. Подарочки. Солнце — это, кстати, карта подарков. Успех нельзя. Ключик. Змея. Ножницы. Так, сейчас я пробегусь, посмотрю. Здесь нет, нет, нет. Ага, есть неприятность. Но так как выпал ключ, то эта неприятность у вас легко разрешится. Причем, ага, и видите, есть солнышко. У вас прям еще и само солнышко выпало. Да, значит, смотрите, из минуса выпало. Один минус — это выпала неприятность, но я думаю, что вы с ней разберетесь, потому что выпал ключ. Все в ваших руках. В ваших руках вообще избежать даже этой неприятности. Но если она уже произошла, вы можете ее легко решить. Дальше пустые разговоры, болтовня, подарки, решение вопроса по ножницам, солнце, хорошее настроение, позитив, радость будет в этот день. Ну, в какой-то момент точно радость будет, потому что солнце вот оно так проигрывается, что в какой-то момент мы чувствуем ощущение счастья, да, вот внутри. И змея — общение с человеком, у которого длинный язык. Ну, в данном случае, возможно, это просто разговор. Может, он к вам свой яд проявлять в вашу сторону не будет. Поэтому так, может быть просто, например, общение с человеком, который по году рождения змея. Вот такая история, овны. Так что, может, какая-то неприятность и будет, но я думаю, что она у вас легко разрешится. Смотрим дальше. Дальше тельцы. Так, тельцы. 17 ноября. События дня, тельцы. Колокольчик. Дерево уже нельзя. Месяц. Череп нельзя. Цветочек нельзя. Рыба. Якорь. Чемодан. Часы. Остановка времени, как будто бы. Бабочка.
Удачу нельзя. Ножницы. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, что я понаходила тут для вас. Первое. Пустые разговоры будут в этот день, в понедельник. Решение вопроса может быть. Событие, которое имеет цикличность. Остановка где-то надолго. По времени, возможно, будут сбои во времени. То есть там где-то будете ждать, где-то опаздывать, какие-то встречи будут переноситься. То есть со временем будет беда, что называется. Деловой разговор. Временная разлука, расставание, либо встреча после разлуки. И рыба, скользкое дело. Ну, рыба может еще показывать все, что угодно, не только какие-то скользкие делишки. Она может показывать и рыбалку, она может показывать и покупку какой-то рыбы, и, не знаю, там где-то поели какой-то вкусной рыбы, или устроили себе рыбный день там и так далее. Поэтому тут вот как бы эти моменты нужно тоже учитывать. Может быть, у вас будет с кем-то встреча после долгой разлуки, да, по якорю. Где-то вы прям долго будете сидеть вместе, отдыхать. И там как раз будет эта рыба, пустые разговоры. Луна показывает периодичность, да, что вы встречаетесь там раз в какое-то время, там раз в полгода, там, не знаю, раз в год, раз в месяц и так далее. Поэтому тут, в принципе, у вас ничего я плохого не вижу здесь. Ну, только рыба, это, ну, она, мне кажется, проиграется как-то со знаком плюс в этот день. Смотрим дальше. Дальше у нас будут близнецы. Так, сейчас собираем, чтобы не повторялись. Так, так и вот так. Близнецы. 17 ноября. События дня близнецы. Дерево. Первое событие. Маска, обман. Но это не только обман. Сейчас я вам расскажу. Видите, вот как раз такое хотела сказать. Маска и рядом свидание. И солнце, радость. Это может быть свидание, например, где-то в театре. Либо свидание какое-то тайное. Допустим, там сделанный сюрприз. Бокал нельзя. Или свидание где-нибудь там в спа, где делают масочки. Чашка чая, гости. Гости, чаепитие. Свиток. Ну, горизонталь, вертикали я не вижу. Значит, смотрите, приглашение в этот день вы получаете в понедельник куда-то. Дальше у вас будет приятная встреча, у вас будет радость, ну, вот солнце и солнце. Будет деловая встреча, не только приятная, но и деловая будет. Гости, может быть, приглашение в гости. И маска. Ну, основное значение маски – это обман, но да, вот, практика показывает, что это может быть не только обман. Маска – это может быть, когда мы, например, там вынуждены что-то придумать, да, одеть на себя маску там, или прикидываться, нам человек не нравится, а мы улыбаемся, да, потому что нам не хочется его обидеть. Это может быть маска. Это может быть маска у косметолога. Это может быть маска, типа там пошли в театр, где люди играют роли, да, надевают на себя. Посмотрели фильм какой-то, связанный с маской. Да, опять же, где люди там в масках, может быть, и так далее. Поэтому тут очень важно понимать, что события проигрываются по-разному. Да, вот не только так, как написано.
Так что вот я думаю, что так как у нас день с вами будет солнечный, радостный, то здесь маска вот проиграется со своим позитивным значением, не обманом. Можно, конечно, и сказать, как если, например, солнце прочитать как ясность и прояснение, то откроется какой-то обман, то есть какие-то маски будут сорваны, и вы увидите правду, что, в принципе, тоже я считаю позитивным событием. Потому что всегда лучше знать правду, какой бы она ни была, да, чем ходить вот в дурачках. Так что даже если будет и так, все равно это будет хорошо. Смотрим дальше. Раки. 17 ноября. Раки. События дня. Так, понедельник, раки. Смотрим. Угу. Машина выпала. Змея выпала. Сердце. Замок. Корона. Цветочек нельзя, жаль. Череп. Месяц. Подарок. И сейчас смотрим еще с вами горизонталь, вертикаль обязательно. Не вижу. Получается, первое событие — поездка, может быть, в понедельник, дорога, либо какое-то событие, связанное с транспортом. Дальше змея, общение с человеком, у которого длинный острый язык, еще и рядом выпадает корона. Этот человек может иметь там власть, положение в обществе, какую-то должность. Ну, я так понимаю, острый на язык. Человек, общение с друзьями в этот день, открытие тайн, подарки, подарить можете. Событие, которое имеет цикличность, также будет. Ну, опять же, может быть, это встреча с вот этим человеком. И, кстати, это может быть и врач вместе с болезнью. Если выпадает корона, это может быть там врач, стоматолог, косметолог и так далее. То есть какой-то человек, имеющий медицинское образование. Ну и болезнь. Ухудшение самочувствия, болезни, решение вопросов по здоровью, походы там к стоматологу и так далее. Так что такая информация для вас, раки, в этот день. Благодарю за внимание и переходим к львам. Львы. 17 ноября. События дня. Ой. События дня, левушки. Замок. Открытие тайны. Ну, тоже по солнцу очень часто все тайны выходят наружу. Цветочек. Исполнение желания, интимная связь. Может быть, какое-то желание, связанное с личной жизнью. Колодец.
Ну, здесь не вижу. Получается 4 события. Первое. Откроется какая-то информация, какая-то тайна. Вы узнаете то, что до этого от вас скрывали. Дальше будет исполнение желания, может быть интимная связь, ну или какие-то события с этим связанные. И может быть разочарование в этот день, очень сильное глубокое переживание. Опять же, может быть связано с этой тайной, может не связано, тут я не знаю. Но какое-то переживание у вас может быть. Это может быть переживание из-за кого-то, не обязательно, оно может быть с вами связано. Так что вот так, в общем, из плюсиков исполнение желания личная жизнь, а из минусов какое-то одно переживание. Благодарю за внимание. Мы переходим к девам. (17 ноября). События дня Девы. Угу. К сожалению, выпадает расческа первая. Колокольчик. Но есть, видите, и солнышко рядом. Может быть, это вообще с вами не будет связано, это неприятность, потому что рядом радость. Корона. Разговоры с каким-то влиятельным человеком. Маска, обман. Может быть, неприятность — это маска. Кровать нельзя. Свиток. Деловая встреча, деловое общение и корона. Угу. И человек достаточно ядовитый, токсичный. И казенный дом также выпал, книга. Так ощущение, что у вас в этот день будет какая-то важная встреча в госучреждении с влиятельным человеком, токсичным, но закончится она пустыми разговорами, обман, да, то есть должны были что-то решить в понедельник, а карты говорят, ну пустые разговоры, ни о чем, только время зря потратили. Подарок нельзя. Ну, здесь не вижу. Получается, в этот день неприятность. Ну, может быть, это неприятность и есть. То, что будет пустой разговор вместо дела, да, и обман. В общем, неприятность, обман, общение со змеей. Это минусы. Плюсы: пустые разговоры, встреча, радость, хорошее настроение, посещение госучреждения и общение с влиятельным человеком. Опять же, тут может все пройти хорошо, да, на этой встрече в госучреждении с влиятельным человеком, а неприятность и обман могут проиграться в какой-то другой истории. Поэтому я тут уж не знаю, как будет. Может быть, это вообще не будет с вами связано, а вы будете свидетелем на какой-то неприятности и обмана. Так что такая информация для вас, девы. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Весы. (17 ноября). Понедельник, весы. Угу. У вас выпадает прибыль. Череп.
шарики. Роза. Конфликт. Мечи. Книга. Конфликт, казенный дом. Бокал. Тут два варианта. Тут либо удача, либо бокал. Я бокал видела, оставляю его. Так, смотрим дальше. Маску нельзя соединить. Надежда. Подсвечник. Угу. Значит, смотрите, первое событие. Финансовые поступления в понедельник. Дальше. Вопросы здоровья. Череп. Может быть не здоровье, а просто переутомление, усталость там и так далее. Плохое самочувствие. Дальше позитивные новости. Вас ждут радостные. Приятная встреча. Может быть с застольем. Ну, с посиделками, так сказать. Надежды какие-то на этот день у вас есть. Посещение госучреждения, либо там разговор, звонок, контакт и так далее. Госструктуры, госучреждения и конфликт рядом. Возможно, конфликт в этих структурах у вас с кем-то, либо вы свидетели конфликта там и так далее. Пошли что-то оплатить, и на ваших глазах там вот эта история вся разворачивается. Ну вот из минуса только мечи. Ну и здоровье тоже, да. Кстати, госучреждение там может быть больница, как вариант. Да, вот болезнь, больница и, ну не знаю, там поругались где-нибудь там на ресепшене, либо в очереди еще где-нибудь. Либо на ваших глазах кто-то поругался. Вот такая вот информация. Еще, кстати, можно прочитать, как мечи больница, например, там травмировались. Да, острый предмет, травма и болезнь. Можно и так прочитать. Ну, дай бог, конечно, чтобы все было хорошо. Смотрим дальше скорпионов. (17 ноября). События дня. Скорпионы. Так, смотрим, скорпиончики, что у вас в понедельник. Какие события? Конверт выпадает, первое событие. Ножницы нельзя. Змея. Два меча. Подсвечник. И вот скажете, вы после весов плохо помешали. У весов были такие же. Нет, я специально, когда складываю, ложу в разные места. Да, вот эти вот парные события. Вот сейчас после вас, да, буду тоже в разные складывать. Ну, вот видите, они все равно выпадают. Если должны выпасть, то они выпадают. И это не потому, что я плохо мешаю. Угу. Так, колокольчик еще есть. И давайте посмотрим здесь. Угу. Метла со змеей. Ссора с человеком-змеей. Якорь. Ну, якорь здесь показывает, что ничего не происходит. Первая часть дня, скорее всего. О, есть цветочек. Так, значит, рассказываю, что выпало. Первое, якорь. Ну, скорее всего, там несколько часов ничего не будет происходить утром. Дальше, может быть, ссора с человеком, у которого длинный язык в этот день. Ссора, споры, да, какой-то маленький конфликт. Несерьезный. Серьезный конфликт у нас показывают мечи, который тоже может быть у вас. В этот день у вас и маленькие споры с кем-то, и конфликт может быть. Конверт получения. Подсвечник надежды.
деньги, какие-то события, связанные с деньгами, покупки, расходы, проплаты там и так далее. Ну, конверт получения, может быть, будете получать в конверте. И дальше из плюсиков еще пустые разговоры, болтовня и исполнение желания. Самое главное, да, то, что показывает и солнце, и цветочек. Это может исполниться ваше желание в этот день. Так что вот если вы избежите споров и конфликтов в этот день, то все будет прекрасно. Ну, сейчас скорпионам сложно этого избежать, потому что скорпионы сейчас на взводе, взвинченные. Поэтому, конечно, вы можете за собой заметить, да, как вы такие часто раздражительные, и все вас раздражает. Но скоро это пройдет. И самое главное, скорпионы, кто родился 17 ноября, я вас поздравляю, у вас просто шикарнейший год наступает. Это год под арканом Солнца. Это год, когда исполняются самые-самые такие заветные мечты, желания, когда происходят очень яркие события в жизни человека, типа там рождение детей, брак, получение там диплома, поездки за границу первый раз, то есть какие-то такие яркие эмоции, яркие впечатления, которые не забываются. Поэтому вот такой у вас... У меня вот был этот год, под годом Солнца шел. Да, вот следующий будет 18 ноября, 20 получается аркан. И вот у меня из такого запоминающегося, да, такого, что точно я не забуду, это было плавание с дельфинами. Это было мое большое желание. Вот в этом году оно у меня исполнилось. Поэтому вот я точно не забуду это событие. Вот у меня вот так проигралось. Не, ну у меня там еще были тоже желания маленькие исполнялись. Но это прям такое, что прям супер. Так что и у вас какое-нибудь такое желание большое исполнится. Так, переходим дальше к стрельцам. Стрельцы. 17 ноября. События дня. Стрельцы. Угу. Первое сразу же сердце выпало у вас. Ух ты, победа выпала. Флаг. Луна. Роза. Мечи. Смотрите, победа в конфликте, да, победа в каком-то состязании, может быть. Венок нельзя. Такое ощущение, что здесь что-то я... дерево. Вот представляете, глаза не видят, вот что-то внутри говорит, здесь событие, а глаза не видят. Так, дерево. Угу. Смотрим, нет. Горизонтали, вертикали не нашла больше. Получается, в этот день у вас может быть общение с друзьями, у вас может быть событие, которое имеет цикличность, приглашение, приятная встреча, свидание, победа и споры, конфликты, соревнования. Могут быть два меча, то есть когда две личности, два человека скрещиваются, да, скрещивают свои мечи, скрещивают. Ну, обычно меч — это язык, слово, но может быть это и какой-то там инструмент, да, допустим, там у вас конкурс, не знаю, там связанный с танцами, с рисованием, не знаю, там с чем угодно. Поэтому, как вариант, если вдруг у вас какой-то конкурс, там может быть собеседование еще как вариант, где вам надо вот проявить себя, то однозначно вас ждет победа. Видите, выпала победа. Вот такой вот замечательный день. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерогам. Козерожки.
17 ноября. Козероги. События дня. Так, козерожки, поехали. Понедельник. Угу. Цветочек, прекрасно. Первое событие. Змея. Угу. Свидание, приятная встреча со змеей. Поэтому я думаю, что если она приятная, вряд ли она свой яд в вашу сторону выпускает. Неприятность. Конверт. Деньги. Деньги в конверте. Бокал. Вроде бы все так хорошо. Это неприятность одна. Всю картину испортила. Подарки, смотрите. Застолье, подарки, конверты с деньгами, приятная встреча. Похоже на какой-то день рождения. Ага, вот еще есть рыба. Но опять же, рыба это может быть, например, на застолье какая-то там просто бомбовская рыба. Так, нет, нет, нет. Свиток нельзя. И здесь тоже нет. Получается, все бы хорошо. Да, одно но у нас с вами есть. Выпало исполнение желаний. Выпало общение со змеей, но так как рядом приятная встреча, то со змеей скорее все будет хорошо. Она свой яд в вашу сторону пускать не будет. Просто показывает, что человек такой по своему характеру, да, характеристике. Дальше неприятность, скользкое дело. Ну, либо рыба, это будет рыба. Дальше получение, какие-то события, связанные с деньгами, застолье и подарки. Ну, вот такая история для вас. Будем надеяться, что эта неприятность будет не с вами, а вы, допустим, будете ее видеть, эту неприятность. Оно так иногда бывает, проигрывается на наших глазах. Зато есть исполнение желания в этот день, что, в принципе, редко, этот цветочек редко выпадает. Смотрим дальше Водолеев. Карта упала сейчас. Так, Водолеи. 17 ноября. События дня Водолея. Угу. Ножницы. Такое ощущение, что здесь что-то есть. Нерешенный вопрос. Казенный дом.
Козёрный дом, нерешенный вопрос. Плохое сочетание. Надежда. Остается только надежда. Сейчас посмотрим еще здесь. О, есть новости. Слушайте, выпали ж ножницы. Поэтому не зря вы тут надеетесь. Сейчас я вам расскажу. Смотрите. Выпадает госучреждение. Показывает, что в этот день, скорее всего, в понедельник, вы будете решать какие-то вопросы в госструктурах, в госучреждениях. И выпадает рядом нерешенный вопрос. Да, оказалось, бой, какая неприятность. Да, вопрос не решится. Нет, решится. Знаете почему? Потому что выпали ножницы. Если ножницы выпадают вместе с цепью, значит, этот вопрос будет решен. Причем это может быть вопрос, который там уже месяцами решался, и никак не, да, вот вы не могли с ним справиться. И вот тут как раз ножницы показывают, что вот в этот день, в день солнца, наконец-то все, да, вот станет ясно, и будет какая-то точка. И поэтому надежда. Надежда у вас есть. И очень хорошо, что она у вас есть. Она, скорее всего, оправдается. Решение вопроса и хорошие новости. Еще шарики выпали. Опять же, будут ли эти новости связаны с решением этого вопроса, или это просто какие-то другие хорошие новости, не знаем. Но в любом случае это плюсик. Так что мы считаем, что у вас день замечательный. Решится вопрос, получите хорошие новости, и ваши надежды оправдаются. Вот так, водолеи. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Так, рыбы, смотрим. 17 ноября, понедельник. События дня рыбы. Первое, что я вижу, подсвечник. Угу, подкову. Любовь, два сердца. Угу, шарики, прекрасно. Кровать. Тоже хорошо, рядом с любовью. Кровать. Так. Смотрим здесь. Ну, горизонталь, вертикаль не вижу. Если вдруг вы там что-то найдете, ну, значит, у вас проиграется еще какое-то событие. Я не вижу больше ничего. Что я нашла? Прекрасный день рыбки у вас. Смотрите, во-первых, удача, подкова. Да, в этот день вам будет вести, все будет складываться для вас наилучшим образом. Дальше, надежда. Если какие-то надежды есть, то, скорее всего, все будет реализовано. Любовь, интимная связь, то есть точно все хорошо в личной жизни. Возможно, знакомство в этот день. И хорошие новости, шарики. Ждут какие-то радостные вести вас в этот день. Вот такой чудесный день, потому что у нас с вами день солнышка. А когда идет день солнышка, это обычно очень такой приятный, теплый, позитивный, радостный, классный день. Вот у нас он с вами такой и будет. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.